Григорьевич поймал хорошенького. Что, нет мормышки? Нет. Нет. Оп. Вот он. Что так и вышло, мы еще кушаем, а Иван Григорьевич быстренько покушал. Пошел в лунку. Говорит, я знаю в лунках толк. И выдернул вон. Опа. А кто Иван? Трубочку взял, с трубочкой пошел. Говорит, с трубочкой ловится. И не прогадал. Да. Так что мы сейчас тоже с трубочкой чай попьем. Я пока сало кушаю. И будет и на нашей улице праздник. Хитрый Иван. Последнего был его. Старый волк. В лунках знают толк. Но. Вот так вот буква Изю. Я говорю, что не садишься, ящик, да? Он целый день вот так буква Изю стоит, а ящик рядом, блин. Я говорю, сядь да сиди. Не, так, говорит, интереснее. Это как в анекдотке. Доктор у меня, говорит, сиськи не стоят. Ты, говорит, нагнись. Так стоят? Стоят. Вот так и ходи. Ну, смотри, смотри, поклевка. Была поклевка, сам видел. Или ты по зубам прошелся? Это по зубам, блин, он берет и выкидывает. Ого. Сейчас подобьет чуть-чуть. Сбил, наверное, там все. Блядь, сука, это залет. Да ебить твою. Ну так вот всегда. Только хочешь снять поклевку и стесняется. Ладно. Счастье любит тишину. Видишь, клюет же, блин. Стояло сколько, блин. Подошел, клюнул. Пойдет. Жаренок. Да. На мормышку взял. На мормышку, настоящую, блядь. Угу. Интересно. Так, у нас у Ивана Григорьевича небольшой форс-мажор. Рассказывай, килограмм 5 был весом, нет? Нет. Ты над лункой уйди, а то еще отсюда. Килограмм. Вот это набор. В общем, была поклевка. Хариус оборвал мормышку. Я привяжу вот эту белую. Вот эту. Связывай. Хуже не будет. Я тоже. В общем, сейчас наша задача поймать того Хариуса с мормышкой, чтобы вернуть Ивану Григорьевичу мормышку. Или вот эту. Не потерпим. Вор должен жариться на сковородке. Все. Испортилась погода. Пошел снег. Но леска 0,14 на этой реке мелковата, если честно, Иван. Я бы вытащил, если бы он а он видит. Сейчас поймаем его. У меня леска здесь 0,6. На углу порвался. На углу. О, поклевка была. Тоньше, чем 0,16 уже не ставлю. Он. О, дуплет. Игорь. Дуплет. Вот то, что после обеда делает. А стоячего не хотела, только тряханул двое сразу. Но с мормышкой никого.
Эта лунка вообще молодец. Да. Настоящую, на пердячую. Ну сейчас сколько стояло, смотри. Нет, я только шевельнул, бац-бац. Сразу двое. Он сейчас возьмет, если он не отцепит эту мормышку, мы его поймаем. Должны. Немножко он успокоится, если он голодный, он хапнет. Ёб твою мать. Что за леска, блядь? Говно. Че, леска прогнила? Че, не менял в начале сезона? Менял же. 3 раза выменял. На узлу. Знаешь, узел. Вот. Была тут вторая мормышка привязана. Ту оторвал. Оборвал и оставил одну. Эту. На нее и клевал. А и там же и оборвал. Ладно, главное сразу двое, а потом тишина. А, вон, висит. Трава висит. Трава висит, пугает рыбу. Странно так сразу. Я думал, тут целая стая, блин, аж не успевают. Раз двое сразу попались, блин. Так. Подергаем ту удочку. Тут давненько у нас поклевок тоже не было. Наша задача вернуть Ивану Григорьевичу мормышку. Он обычно после схода спускается вниз по течению. Значит, ниже надо искать его. Сейчас поищем его чуть ниже. Я здесь уже давно 0,16 самая маленькая, а так 0,18 в основном. Пусть лучше клюет хуже, но реже обрывает. 0,14 я уже давно не ставлю. Тем более с дополнительными узлами это, конечно, порвет. Ладненько, пока выключаемся, будем надеяться, что воришку поймаем. Пока поклевок нет. Поклевка. Ну, походу укололся. Была поклевочка. Была хорошая. Ну, походу укололся. Что-то начал осторожничать. Сейчас посмотрим. Да. На нимфу была поклевочка, на синьку. А на вот такую большую желтую мормышку пока никто не хочет. Ладно. В надежде на трофейного. Да и так вместо грузила пойдет. Крупной мормышкой стучу по дну. По идее он должен стук привлекать рыбу. И на мормышку верхнюю, как правило, идут поклевки. На нимфу. Поклевка была. Но походу укололся. Так, где его? Вот куда он мог убежать? Этот воришка. Попробуем найти. Ладно. До первой поклевки. Поклевка.
С лунки вытащил уже. Опять сошел в лунки. Хулиганы. Так и норовят убежать. Так, и норовят наедать. Да. Колобок, колобок. Я от дедушки ушел и от бабушки ушел. От меня редко кому удавалось уйти. Я даже успевал как-то весной раздеваться и по локоть руку в лунку пихать и вытаскивать Хариуса. Как-то Хариус даже напополам ломался. Крупный не может перевернуться. А хвостом назад у него плохо получается идти. И вода играет. Вижу, что он в лунке. Быстренько-быстренько раздеваешься. И рукой туда. Когда успеваешь. Когда проталкиваешь, бывает, его туда. Но раза 3-4 удавалось вытаскивать. Когда только успеваешь подержаться за него. И за хвост особенно, когда он головой туда, то обычно уходит. Что, поймал? Я? Все, один клюнул и все. Ладно, лови еще. Хорошая луночка. Еще красавчик. На синьку. Так, пора уже менять. Там опарыша. Все-таки вот такая желтая мормышка не работает. Все ловятся на нимфу. Поставим свеженького. А на голую нимфу почему-то все-таки не ловится. Многие утверждают, что опарыша на нимфу цеплять не надо, но практика подсказывает, что все-таки с опарышем ловится лучше на нимфу, чем без него. Вот сколько на этой лунке пробовали и Игорь, и Иван Григорьевич. Ни одной поклевки не было. Я пробовал, пока он сбежал туда, побежал. Вернулся, закинул, опа-на, сразу поклевка. Получается, проходящий заметил. И значит, они здесь где-то рядом тусуются. Наша задача поймать вора. Игорь пошел выше. Здесь у нас тоже поклевочка была. Одна по зубам прошелся. Может быть, тот. Пошел по старым лункам. Игорь здесь в самом начале прошелся, когда сюда поднимался еще снизу. Говорит, здесь никого нет. Вон. Одного уже поймал, еще есть поклевка. Значит, что-то здесь есть. Уже, по крайней мере, подошло. Клюнул опять же на синюю нимфу. Но это мелкий. Это мелкий. Крупный берет сразу. Мелюзга. Васек. Не факт, значит, где-то рядом может быть и крупный. Если он подошел к нимфе, к мормышке, значит, может привлечь внимание и другой крупной рыбы, которая, если она, конечно, рядом есть.
Этот ударил сразу. Только подошел. Бац. И все на нимфу вон. Все на нимфу. Иван Григорьевич все пытается поймать того хариуса, который оборвал леску. Ну, в принципе, шанс есть. Частенько бывало то, что в соседних лунках он может клюнуть и второй раз с мормыхой во рту. У меня раза 3-4 такое было. Калина рассказывал, тоже такое было. О, мелко вытащил. Так у меня поклевка была, пока на Ивана Григорьевича смотрел. Долбит. Вроде обратно в лунку выкинул. Значит, не зачет. Ну, давай. Ну, Григорьевич поймал хорошенького. Че, нет мормышки? Нет. Нет. Оп. Вот он. О, смотри, Иван. Да рот-то открой. Тоже нет, тоже нет. Блин, крови-то как с порося, блин. Красавец. Красавец. На подъеме ударил, блин. Вот сколько раз вот прошелся уже. Туда-сюда, обратно. Когда клюнет, когда плюнет. Вот сейчас вот уже играл сколько. Засмотрелся на Григорьевича, вон. Бац. И есть. Вот так вот. Игорь уже надоел ему на одном месте. Пошел покорять новые горизонты. А мы с Иваном по старым лункам. И нет, да вон подходят. Получается, хариус здесь ходит, гуляет по этой местности. И нет, да бывает, бьет. С мормышкой надо поймать хариуса. Сейчас надо будет дойти, проверить все лунки. И достать камеру Калипсо и посмотреть в камеру, что там подо льдом. Может, что увидим интересно. Вот такие вот красавцы, мне нравятся кабанчики. Но, к сожалению, один. Ну, один не один, он потихоньку. Там один, тут два. Где-то 5. Общий улов уже растет. Мне кажется, даже если на троих разделить, это будет уже больше, чем у меня за первую рыбалку за 3 дня.
Ладно, сильно долго не задерживаемся на лунках. Лучше пройти несколько раз не те же лунки. Мне кажется, эффект лучше. Че, один и все? Ну, я тоже одного вытащил и все. Сейчас вот здесь вот вытащим. А парика только добавим свеженького. Погода изменилась, пошел снег. Ну, нет, до поклевки есть, это уже хорошо. Желтую колбасину никто не хочет брать. Ну давай, свеженькая. Бей. Скажи бам. Не хочет. Ну-ка. Здесь. Кажется, может почаще надо пробуриться. Больше лунок проверишь, больше шансов поймать. Ладно, пока тишина. Была поклевка. Долгожданная. Давненько уже не было. Минут 20, полчаса где-то прошел все лунки туда-обратно. Одна робкая поклевочка. Такое чувство, что рыба есть, но перестала ловиться. Возможно, это из-за перемены погоды. Потеплело, пошел снег. Надо, наверное, посмотреть камеру Калипсо. Раньше, если бы рыба была, то хоп-хоп, она брала, а сейчас что-то выеживается. Так, ладно. Все, пошли за камерой, посмотрим, что там творится подо льдом. Так, у нас поклевки прекратились. Прежде чем переехать на другое место, посмотрим в камеру Калипсо, что у нас здесь творится подо льдом. Давайте смотреть вместе. Включаем. Так. Что мы видим? А мы ни хрена не видим. Нет, место-то хорошее, камушки, плес такой хороший. Вон. Но рыбы здесь нет. Так, еще пару луночек сейчас посмотрим. Если где-то обнаружим хариуса и он клевать не будет, значит, с ним все ясно. Да, значит, мы перерыв. А если его нет, то значит надо переезжать на другое место. Вон, вот такое вот дно красивое. Отличное дно. Долго не задерживаемся. Если есть, я так думаю. Когда есть, то есть. То с Калиной мы тут камеру смотрели. Он аж видно передвигался. Его было видно, и он ловился хорошо. Так. Пока не видать. Ладно. Выключаем. Выключаемся и
Смотрим, если что-то найдем, если что-то увидим, то сделаем, конечно же, включение. Покажем и вам. Эти, прямо с этим. Третий Хариус, вон, сейчас включаю запись. Только я не понял, он спуск... Четвертый! Четвертый Хариус, только я не понял, он вниз или вверх идет. 4 штуки проплыло, сам видел, перед камерой. Получается, что он есть и не берет, что ли? Блин, троих-то увидел, но четвертого я вроде бы успел камеру включить, Калипсо, на запись. 4 штуки один за одним проплыли. А вот куда, я не знаю, вверх, вниз, хрен его знает. Один поменьше, а 3 таких средненьких проплыли. Вот тенате. А мы говорим, его нету здесь, блин. Нашел. Стояла. Бесплатно. Но они не стоят, они входом прошли. Куда только я не понял. Вверх, вниз, блин. Вон здесь Хариус, иди быстрее сюда. 2 штуки тут были. Два штуки тут были. Я должен заметить. Недалеко, если они не должны мормушку видеть. Они медленно плыли. Есть Хариус, получается. Но он и есть, он и двигается, но почему-то перестал ловиться. Перерыв на обед. Ладно, глянем ниже. Выключаем запись. И пока выключаемся сами. Ну вот вечно так. Только начинаешь собираться и начинает клевать. Уже завел буксировщик, поклевок не было. Сначала Иван Григорьевич вытащил. Потом думаю, дай-ка пошевелю я. Кстати, такое было. От вибрации почему-то, как только заводишь буксировщик, от вибрации бывает, что начинаются поклевки. Не знаю, с чем это связано, но такое бывает частенько. Иногда бывает специально заведу буксировщика и начинаются поклевки. Сейчас вот тоже собрались, поклевок не было, посмотрел. Оп, о. Ну это Васек. Это Васечек. Васечка отпускаем. Иди гуляй, Вася. Позови, пожалуйста, дедушку своего. Ну вот полчаса поклевок не было, да? Да, я успел отпустить, тебе попал. Да, он сразу входом. От меня к тебе. Даже уходить в лунку не хочет. Вот как вот сейчас уйти, блин? Буксировщик греется. Ну ладно, одну удочку уже смотал. Осталось 2. Сейчас шевельну вторую удочку. Шевельну вторую. Шевельну вторую удочку мою. Где же тот кабанчик, что украл мормышку? Все, ураган прогрелся уже. Игорь там, наверное, уже, не знаю, наловил, не ловил, ушел в неизвестном направлении. Вверх, как неизвестно. Идем, а там уже только камус снимать. Все, даже и ураган не помогает. Поехали. По штучке еще поймали. И хватит на этом. Спасибо и на этом. Напоследок все равно выделили. Че, отличное место покормило.
Посчитали, с одной лунки 12 штук. Одна лунка дала. Получается штук 25-то, наверное, выдернули по-любому, да? То около 30. 15 выдернул. На 3 лунках. Потом подведем итоги. В конце. Ну уже не пусто, уже хорошо, да, Иван? Готов? Погнали. Ой, посмотрим, чем там Игорь занимается. Как дела? Что, один только что ли? Да ладно. Серьезно? Мы там поклевали у нас. Бля, смотрю, вас нету, бля. Половили малость. Там по старым лункам я там в начале где-то, и ты бурился снизу, там поймал пару штук. Да, блядь, что-то хули. Нет, там еще парочку штук вот на этом плесе. Ты до конца ходил? Не, вот, до березы, блядь, до наклона. Всё. А. Ты сядешь или пойдешь? А? Мы до сюда вот, до того, до начала. Здесь бывало поклевывало. Харюс есть, я в камеру отпускал, видел, он не берет. Одной лунки один, и все. Ладно, посмотрим. Оттуда вот этот плес. Дальше не поедем сегодня до вечера. Этот плес, Игорь, пробурим и все. До вечера пробурим и все. Погнали. Так, новое место. Первый заброс. Ну, тишина. Ставим удочку в режим ожидания. Ну, никого. Что у нас с глубиной? Нормально глубина. Средних размеров, харюзовая глубина. Ну, ловись, рыбка. Большая, маленькая. Пошли мы дальше буриться. До первой поклевки. Поклевка, поклевка. Опа, есть первый. На нимфу взял. Первый, дай бог, не последний. Эп. Васек. Васечек. Васечек второй. Василий. Вот не было же, подошли же ведь откуда-то. Где второй? Ну, теля, лок. Тачи, лап. Уложик, выложик, барабок.
Ладно. Пойдем глянем. Мы ту лунку даже не успели проверить. Что, есть поклевки? Не. А снег идет. А снег идет. Глубина нормальная. Здесь даже больше, чем там. Середину размыло, что ли. Так, ладно. У меня еще третья удочка есть. Сейчас третью удочку еще закинем куда-нибудь. И будет хорошо. Все будет хорошо. Есть хороший кабанчик есть. Почему-то не беру. Пока не беру. Были, по крайней мере, прошлые года. Позапрошлый год хорошего кабана здесь вытащил. Ролик снят. Сам момент не вытащил, не заснял, а как вытащил, с калинами были 2 года назад. Хорошего кабана здесь выудил. Так. Пока все. Так, ну вот, поклевки полностью прекратились. В течение часа, наверное, уже не было ни у кого поклевок. Я, наверное, Игорь, думаю, давление резко упало, может, по этой причине? 28, а сейчас, наверное, градусов 8, не больше, блин. Резко потеплело, пошел снег, может быть, по этой причине. Хариус не любит таких резких перепадов. Ну, ни снега, ничего, нормально, хорошо все было. Сейчас все испортилось. Ладно, что у нас где-то с полчасика еще поковыряемся. До упора, до талого. Несмотря на полное бесклевье. У нас еще есть место, где буриться, да? Ну, дырка последняя. Красавец, Янцкадан. Четвертый подряд, да? Вот, не было, вот бац-бац, откуда-то появился. Получается, погода ему нипочем, если морда кирпичом. Вот это самый крупный, да? О, красавелла. Ком. Ну вот на сегодня и хватит. В общем, ловиться перестала. Так, не знаю, что у нас засняла эта камера. Как мы видели, на морозе начала глючить. В общем, за пазухой согрел. Приехали на месте. Пока немножко светло, попробую все-таки пробить дорогу в этом буреломе. Вот, но я считаю, неплохо. Начало положено. Конец будет. Конец будет, без конца никак. Нормально. Испортилась погода, пошел снег, потеплело, но ничего страшного. Все, выгружаемся, отцепляем корыто. И я пробую, сколько получится теперь уже снизу дойти до конечного пункта, до куда я дошел вчера. Не знаю, что у меня получится. Попробую состыковаться где-то пильнуть. Бурелом страшный. Примерно вот такая же картина, только в лесу. Лес повалило ураганом. И коряги, завалы, кусты. В общем, не такая-то это и простая задача, но мы попробуем. Потому что здесь очень круто. И с санями я здесь не поднимусь. Не знаю, поднимусь ли я пустой. А нам надо и дрова привезти, и... Ну, проще будет, если будет сделана дорога. Все. Встречаемся в избе. Ну, а я пока поделаю дорогу.
Крылья. прибаютками, присказками. Готовится сегодняшний ужин. Сегодняшний ужин у нас ути моя маленькая. Какая же ты Сюда вот сладенькая. на стол, Игорь. Да. Да нет, что, я же вижу. И вот там вот макарошки. О, вот она вся раздербанилась. Да. И кря. Кряква, да? Камера еще потеет. В общем, друзья, дорогу мы с Божьей помощью и вдвоем слева-справа, короче, я с реки, Игорь здесь. Кое-как получилось, пробили дорогу обходную, но менее крутую. Хотя Игорь говорит, такая же крутая, как и та. На голодный желудок еще круче показалось. Да. Ну, Не поешь, не попьешь. завтра с камерой попробую спуститься и показать итог Произведение искусства. двухдневной работы. Каких трудов это стоило, проваливаясь по грудь, не про пояс, а между деревьями. Это все выкарабкаться. Ну, Завал. Там натуральный завал, завал. да. Завтра Ветродуй. завтра увидим. Завал Петрович. Завтра все увидим. Там реальный завал, блин, да. Так, вот, Навернулся у меня фонарик. Арматек, кстати. вот Не хлебушек. покупайте Арматек. Да, ни в коем покупайте случае. На 3 Арматек. года хватило. На 3 года не хватает. Покупайте. А где там? Арматеком. Аккуратно. Что там у нас? Что там у нас готовится? Утка. Вот она, утка. Вот. Под макаронами. Утка с макарошками. А это утка это без просто макарон. утка. Сегодня будет утиный день. Да, рыбный день. Это чай. Закрякаем. Что-то высохло. Шапочный день. Где-то был, Что-то высохло, да. где-то был чеснок. О, А что так, давай так, какой, не надо. Эти у нас Чуть-чуть, многоразовые. Так правильно, и так будет многоразовый. Чуть-чуть так. пшик. Не, а у меня хватает. А вот которые большие с такими крышками, блядь, бесполезно. Открывали. как? Юж там? Ишь там. Иван Иванович там. А, вот обманчиво, смотри. Надо подзагнуть. Ладно, вчера воду пролил, а сегодня бы лекарство пролил. Так это воду. О, да. Кто-то ложное расширение сделал. Сюда. Ножка, вот он это. Ну что вы, блин, все мясо ко мне поставили? Я не Так, а там хотите, оно не мешали, мы же с одной стороны. я это составлю. О, Господи, благослови. сало. А Марусин поясок. Но сегодня мы 50 капель-то заслужили. Это вам не хухры, это вам не 9 штук за 3 дня. 50 штук и по 50 капель. За каждого по капле. Капля в море. Вот был? Давайте. С кем Ага. там? А вот, А, это тоже рыбак пришел с рыбалки. Уставший. Уставший. Давай с устатку, чтобы, Да, чтобы тепло ушло Да и и- все разгулялось. да и к телевизору быстрее. Смотреть Яндекс.Дзен, канал Комирбак на Яндекс.Дзене. Там копейка капает, на Ютубе уже нифига не капает. Кстати, может кто-то еще не в курсе, но все ролики сейчас выходят сначала на Яндекс.Дзен и только через 3 дня выходят на Ютубе. Так что если хотите посмотреть ролик немножко раньше на 3 дня, смотрите на Яндекс.Дзене. Полностью закрывать канал не стал, потому что многим удобнее смотреть на Ютубе. Оставляем канал, но Конечно. Да, на ютубе. да, а на 3 дня будет позже. Это, как говорится, поймите меня Это без правильно. рекламы, а то Яндекс откроешь, там ничего Реклама. толком не посмотришь, блин. Да, Задрали. рекламу закрыли, монетизацию закрыли, сейчас вообще с Ютуба ничего не капает. Ну, то вот для тебя, да, а для нас Да. то наоборот хорошо. Конечно, удобнее намного. Включил, да и смотрим без всяких. Нам-то, да. Так, а там Это канал. Блин, ну не буду же с пола есть, да? на газету, наверное, упала. Ну, это твоя собачка потом. Потом пятиточку сполоснем, по-моему. Ой, извини. Это волкам. Да сейчас мы вчера Там. дали курицу, Там послали. бройлер. Курица бройлер. Запах на 3 километра от нее.
Ну, там Для волка. Ты Где хоть целлофана это? вытащил или нет? Заметь, да, сколько они придут. прошло? 3 дня, вообще ни одного следа свежего нету. Услышали меня, убежали, поняли, что все. Здесь делать нечего. Так, все шипит, все кипит. Чайник кипел, да? Или нет? Нет. Не кипел, то уже значит. Ну, нормально. Когда уже в избе, когда... Сегодня, кстати, мы рано, смотри, еще 6 часов нет, мы уже ужинаем. Вчера только 8, наверное, сели, да? Нет, вчера тебя тоже взяли. Сегодня решил, думаю, пока лучше я сам сделаю, да? Помочь быстрее. Ну да, так что ты А так где не концы ты найдешь? ориентируешься. Полине, как ты концы найдешь? А Куда сюда чего, вот блин? сориентировался, а так бы, может, туда бы шел больше. Нет, примерно я знаю, куда идти, а куда, где лучше, где вот бурелом, где что. Мне так с той стороны, видишь, а ты мне в другую сторону надо идти. А я, наоборот, смотрю себя. Ты смотрел бурелом идти куда? Я как идти вот так, это бы не было. Короче, как ты кричишь. Мгм. А мы пошли вот так. Ну, зато нормально. без бревен, да. Я же говорю, я такой бурелом провалился, не мог подняться. А как ты поднимешься там? Под- Под под- деревьями вот так вот. Подтянуться не могу. Кругом деревья, и как крот вот между деревьями я искал ходы. Провалился, у меня деревья были выше меня. Представляешь, в яму урюкался. Ты говоришь, нету. Что, повторим? А как? Повтори. Повторим. Во, Да, я повторю. во. Что-то расперли меня сегодня. Вот так. Ну, Значит, есть повод. Значит, стал сбор. Что, когда хоть нет-нет, да поклевываете, настроение поднимается. Даже вроде пустота везде, а вот это за минуту вот поймал ты сколько? 5 штук, да? За 2 минуты, грубо говоря. А за этого я буду сколько дырок, Да. и ни одной поклевки. Вы там сидите на яме, я ж знаю, что вы там просто так не сидите. ну, у Ну а нас что, я же не тоже пойду назад. Иду, бурю. Ну, у нас Да, тоже вообще ни клюв. одной поклевки нет. клюнет-то не клюнет, клюнет-то не Ну, клюнет. нет, Мы уже понятно. собирались идти. Я камеру отпускаю, смотрю, Ну, говорю, 4 пошло, Я- еще 2 Я пошло. пришел на Он эту- идет, тут же кидает, нет, не берет, блин. Да. Потом я уже буксировщик завожу греться, тюк, поклевка. Иван это вытащил. Тюк у меня, блин, это хорошенький такой тоже, блин. Все, уже букс греется. И тишина, блин, опять. Вот где они были? Вот от вибрации бывает иногда, вот у меня такое начинает клевать. У меня этот Андрюха там Мелынский проехал на Мелбе. Меня не клюет никуда. Одно птичка поймал и сижу. Он приехал на буксе вокруг меня. Я говорю, блядь, не пугай рыбу. Он проехал. И что клюет? Я говорю, вон один. А, ну мы с братухой поедем на Усенимову. И уехал. Он только уехал, я, блин, кить есть. Дает. Полоснул. Думаю, еще бы раз, блядь, проехал. Они вот готовы. Минус 12 градусов, вот минус 11,9, все теплеет. Это резкие потепления. Вот это скачок был до 28, что вот это было? Дневной скачок. резкий. Просто, когда 28 было, я вышел, звезды, небо чистое, звезды прямо мелькают. А потом резкое потепление Потом со раз, снегопадом, тучами давление и всё. упало резко. Да? Может и это повлияло тоже что-то, блин. Ты даже Хариуса снимаешь, он в крови весь, блин. Да, я тебе говорю, сказал давление. Одного я снимал, но там он из-за этого крепко зацепился, я сжал, с него аж как с порося кровь потекла, блин. Ну так, а ты, если нормально, то ты хоть как сжимай, если Не пойдет кровь, да? Нет. А это просто давление. Кровяную колбасу делать, собирать. А, кстати, рыбная кровь, она вкусная, мне нравится. Вот я всегда в кровяном рассоле рыбу солю. Там сладковатая кровь у рыбы. Ладненько, давайте еще маханем. Значит, вот в чем секрет. Солишь, немножко сахара надо, да? И будет у тебя с кровью. Нет, кровь нужна, цвет. Не Ну, вымывать. ты же говоришь, она Просто сладковатая не мыть, становится. Не мыть, кровь, не вот мыть это, кровь, не да. царапать, а Понятно. кишки вынул, а там кровь под пленкой. И подгнет, а эта кровь потом И рассасывает. мясо красного цвета, как у Да, всё. и Нет получается- такого ведра засолочного, чтобы с гнетом то было. Почему нету? Есть вот эти пластиковые крышки же плотностью щелкает. Да, гнет. Доверху наложил. А если, допустим, меньше, по весу там что-то, вот такую банку я обычно ложу. Ну, подбираю то ли банку,
то ли кирпич там что-нибудь, ну, подложу, чтобы крышкой щелк. Не, ну надо, чтобы уже готовая была. Это раз, гнетом я Да, имею в виду. сколько? То раз, закрутил, Я рассол вышел нормально. сковородку же ездил, там, цыплят эти. Подкручиваешь, они там дарят. Скороварку. Наверное. Ой, мечтать не вредно. Ну, давайте. Норма. Да. Это трезвость, норма жизни. Трезвость. Конечно, тут, Уже язык еле ворочается в голове. ну, мы все равно затрезво. Да, все, норма. Ничего, с утра целую таблетку, Ну, конечно, чтобы не болела я голова. 3 таблетки, и голова прошла сразу. Ну, так, конечно. Это чей хлеб? Чей общий? Тебе отломил. Бедевание с барского плеча. Так и живем. Хлеб жуем, утку жуем, много чего жуем, много чего пьем. В общем, отдыхаем душой и телом. Даже получается рыбки поймать. Так что у нас мы не только на рыбалку, даже немножко и за рыбой приехали. Получается. Ну да, но Обычно рыбалка предусматривает просто отдых, а мы еще и с рыбой. Вот так. Да. ну, надо же любимый хвостик привезти. Да. А было так, я поймал семгу, приношу, а она спит. Я, блин, хвостом по морде шлеп. Она, чего? Вильника хвостиком, да? Я беру, опять хотел хвостом, но ой, блин, попала, да. Сейчас я тебе устрою Варфоломеевскую ночь, да? Или утро стрелецкой казни. Блин, там надо пыльку заснять надо, да? Ну вот она тебя вспоминает. Один раз, блин, попала тебе. Я говорю, это при тебе один раз, потому что сплав при тебе уже конченый. Вот интересно, да? Я говорю, Винили, был сплав, винили сплав, что рыбы мало, да? Сплава не стало, рыбы вообще не то стало. есть сиги вот такие были сплавы. А мне Я кажется, именно подумал. не из-за сплава сколько поскольку, может быть, часть, а из-за того, что фарватер копали. Копали фарватер, река была глубокая, рыба Да. была. И Перестали Корм. копать, корм был. да, перестали копать, Корм реку замыло, река заилилась, Да. волной берег не очищает, ясь Всё- появился, всё хорюш заросло. пропадает. Травами. Тогда сплав был, берега чистые. Ну, потому что волной, сколько катеров КСов ходило, теплоходов, это И же все потом волной же. скатывают лес, там все, это все. А сейчас, Еще и рыба была. да. А сейчас А все, вот не будет сплава, ой, рыбы будет, да-да. Я сразу сказал, там же корм. А, я смотрел вот эти, ты отвечал на вопросы. Какую рыбу труднее всего поймать? Ты сказал харю. Харю не трудно. Вот попробуй сига летом поймать. летом, да. Тоже нахлыст там ловят только. Ну, ловит, но- Сега? Да. А его спрашивают, ты нахлыстом владеешь? Нет. Я не ловлю, не очень не смотрю. Не, он замка хорошо ловит. Ты ловишь? Ну, мы же- Печора же всякие пить, Ты когда ловишь да? нахлыстом? Нет, я купил. Я хотел в Уктыле вступить, там у них клуб есть на хвостовиков, там Научиться. научат, да. Он посмотрел мышню, сказал, с таким шнуром ты никогда не научишься. Там как-то так вот. А но он сказал, когда мы взяли нахлыст, мы простыли вообще просто забыли. Больше никогда к этому не возвращаюсь. Намного лучше. Чем? Удовольствие, Чем? чем А? нахлыстом. А. Намного лучше, больше поймаешь, чем. Ну правильно. Я тебе говорю, что я на Сылу, я когда жил в Перми, я ездил там на станцию, короче, и через луга шел в деревню Сухой Лог. Там каждый день дождь идет, но деревня называется Сухой Лог. Каждый день. Вот солнце светит, все равно дождик капнет. И там у меня знакомый дедушка жил. Короче, вот он нахлыстом владел. Там голова, нифига себе, дедушка. там головы. Это. Ну, он пожилой уже. Пожилой он. Я попробовал, я ни хрена не смог.
Он вот мотанул 2 раза. Чик, шик. И вот так у него леска. Этот шнур. И кузнечик плюх. Вот. Все, головой такой. У меня телескопичка 7 метров. Я, блин, тут так сделал, отношу туда, это, поплавок, все. На то же расстояние. Плюхнулся, кинул. Бесполезно, пронесло. А Тут не берет все. Он говорит, ну, хочешь ловить головлей? Силь же берет, когда по течению плывет. Да, вот на той, А поплавок вот так идет. да, вот на той стороне, Потерял говорит, течение. Уже не вот берет. на той стороне, там болото. Вот найди банку, пойди, там такие вот черные лягушки прыгают. Вот таких черных лягушек там море. А помнишь, сколько мы всегда видели ночью появилось? Ну да, всё. Так вот там бы нахлыст, там Да. вытягай. А мы кидаем спиннинг, не Так и да берем. лампочки. Мушку кидаем, Ноль не берет. внимания. Нет, он не берет это все. Я вот тогда даже подумали, вот была бы тогда кастинговая сеть, да? А, да, Правильно. Да, вот, ранее, да. Ну вот так вот кипела вода от сигал. Да. В 3 местах, да, было? Да, чуть в лодку не запрыгивает. Еду, а он, блин, вот тут под бортом. И вот такие вот все селедки Да. такие хорошие, блин. Было дело. Поймать нельзя. Ладно, хорош болтать. Увидимся завтра. Все как обычно. Кушаем, болтаем. Вчера даже мы с Иваном Григорьевичем песни попели немножко. Блин, да, я бы записал, но, блин, снег кидал. И журавлей, А так и хорошо, Боярского, и чего только нету. Сейчас скажут, а что не споете? Ну, не созрели еще. Если будем петь, включим Дополнительное камеру, включение. да. А если нет, так и нет. Так что, Описание в ссылке. Ай, если не будем петь, то до завтра. Ну, а если будем, то сделаем короткое включение. не, если Игорь начнет, то мы поддержим. Да. Я точно не знаю. Вообще не